Всем привет! Ну что, начинаем прогулки по весеннему Якутску. Зима кончилась. Меня тут все предупреждали, что все поплывет по жесткому. Вот оно потихоньку плывет. Причем это еще не плывет. Я спрашиваю, говорю, вот уже оно, да? Все, нет, что, это еще так. Поплывет город дальше. Ну не знаю, в принципе, для меня вот это все скажем так, не необычно, потому что в Питере также все плывет постоянно. Причем зачастую, круглый год. И зимой слякоть, все, там ходишь, ноги мокрые. И весной, и осенью. То есть, в принципе, это меня не пугало. Сухой, голый асфальт. Ну, чувствуется весна. Так, после такой морозной зимы, когда у тебя лицо открыто, ребята, вот скейтеры развлекаются. Скоро можно будет выбираться на природу с ночевкой, наверное, уже. Сегодня, кстати, какое? Сегодня 3 апреля, во. Сегодня, а то выложу наверняка в мае. Вот все, что осталось от ледяных скульптур, которые тут были. Фундамент. Иду сейчас, вспомнил про белых медведей. Думаю, блин, а что же с ними? А их тут как будто бы и не было. Вон, видите, я люблю Якутск. Конечно, гуляю я по центру, потому что живу в центре. И в основном все передвижения у меня по центру. Блин, была бы машина, я бы поездил по разным местам, поснимал. Подумаю, что можно придумать. Пока с машиной у меня отложился вопрос. Заработать не получается столько, сколько планировал. Ну и моя машина там чуток сломалась. Пока починили, отец у меня, папа уехал в отпуск. Соответственно, теперь только в мае начнут продажу. Пока продастся, пока то все, в общем, не знаю, июнь, июль там уже и лето кончится. Хотел, конечно, в апреле уже купить, чтобы на май уже была машина, но, увы. План не всегда получается так, как планируешь. Но стремиться к ним надо. Зато я не планировал поехать в Аймикон, и вот я там побывал. Круто же, правильно? Где-то убудет, где-то прибудет, так всегда. Закон сохранения энергии. Так что никогда не расстраивайтесь, когда что-то теряете. Вы в любом случае что-то приобретете. Главное быть на это настроенным и быть оптимистом. Иногда и такое бывает. Ну, правильно, а что мусор выкидывать? Можно его просто поджечь. Все сгорает, вон там видно, что дровишек подкинули. И все, мусора нет. Весна, солнышко. Очень быстро все растаяло. Я не знаю, я даже вот так вот за неделю, что ли. Еще на прошлой неделе, вот перед Аймиконом, вроде как снег везде лежал. Мне говорили, что весна наступает мгновенно после зимы. Вот еще ожидаю, что, говорят, будет все в лужах, просто все будет течь, что будет грязь. Ну, пока нормально, не знаю. Вроде сухо, вон уже все, снега практически нет. Ну, течет, конечно. Ну, опять же, повторюсь, в Питере также. Посмотрим, что происходит с озером возле БЦ на Кирова, на котором еще на прошлой неделе катались все на коньках. Ну, вон там был каток. Скоро байдарку можно расчехлять, будет тут плыть. Хотя есть у меня в планах уже расчехлить ее сегодня. Сегодня суббота, 6, по-моему, марта, что-то запутался. Ребята говорят, что где-то есть место, на котором можно поплавать. Уже нет, там где-то на ТЭЦ или что-то такое. В общем, наверное, сниму отдельно про это. Сколько зимой ходил, всегда было любопытно посмотреть, что тут за канал течет такой. Канальчик. Все, плюс. Люди пишут, когда у вас будет тепло. Все, уже тепло. Очки вон солнечные приходится одевать. Блин, реально жарко. Ну, стрёмно так, вроде солнце шпарит, тепло, но ветер такой холодный по затылку ходит, что лучше, наверное, шапку пока не снимать раньше времени. Но в куртке уже так, у меня там, если я зимой, это вот не зимняя, это бордовская куртка. Если
Зимой ходил в 2 флисках и в ней. Нормально. Сейчас у меня одна тоненькая флиска, рубашка. И все, вот куртка, вот у меня расстегнута. Жарко. Лето все ближе и ближе. Решил сходить на ледовый городок, посмотреть, какой он после закрытия. Что там осталось от него. А это вышки спасательные, да? Здесь вот, это получается, вот это пляж, да? Вот там вот вода, где ледовый городок сам, да? Да. Там купаются все. Прикольно. Песчаные пляжи такие, да? Так, все, вот это получается береговая линия кончается, да? Здесь... Да, Ты говоришь, это безопасно, да, сейчас ходить? Тут только на льде могут быть, да, если... Вот он, вход его разбомбили или он сам так сломался, интересно? Мне кажется, разбомбили чуть-чуть. А, вот это все, что ли? А что, она водой заполнилась, да? Или ее специально заполняют, интересно? То есть она подтаивает и так вот ровненько становится, да? Блин. Хотел тут прокатиться. В тот раз не удалось. От скульптуры вообще ничего не осталось. Ну их ломает, смотри, видишь, как бы он, мне кажется, стоял бы или рухнул все-таки, интересно. Мне кажется, и ломает специально, чтобы никто не лазил, чтобы на голову не упало. Могут же дети лазить, да, она начнет таять. Да. Небезопасно так оставлять. Ой. Интересно, что-нибудь осталось такое, что еще сохраняет очертания скульптуры? А вы так лазили по ледовому городку? Ну что, поедем? 202, 203, да? Да. Городской пляж. Ледовый городок. А это дамба, да, идет? Да, дамба. Она же прям на острова туда уходит, да? Угу. Можно погулять там, да, при желании? Угу. Ну, люди обычно бегают туда, а местные, кто живет на 202, 203, ну и здесь, на Хабарово, они на скандинавской ходьбе в 6 утра, в 7 утра людей полно. Так, мы с вами на площади Победы находимся. Здесь я еще не был, немножко пройдемся, прогуляемся. Сходим к танку. Легендарный танк. Мать с ребенком провожает героев на войну. Я, кстати, вот таким же был, и эта оказалась большой такой. Да? Молодец. Тоже лазил по танку. Привет всем. Вчера посмотрел Т-34 фильм, вот как раз. И вот там в фильме также кусок гусеницы, как броню. А это недалеко от площади Победы, аллея героев. Здесь загружена капсула времени. Дата закладки 9.15. Дата вскрытия 2045 год. Прикольно. Так, аллея героев. Здесь аллея, здесь указаны имена всех, кто воевал, да, во время войны, всех героев. Вот со мной Александр. У него как раз 2 деда, да, у тебя были. Один с Японии воевал, а другой до Сталинграда дошел. И с войны вернулись оба, да? Оба вернулись. А вот и дедушка Саша Климов Никита Алексеевич. Это он в Японии или в Сталинграде? Это который в Японии воевал. В Японии, да? О, прикольно сделано там, что это. Очень интересно, так высеченная инсталляция. Парад в Москве. Медали различные. А это вот здесь рядом с аллеей героев дом ветеранов стоит. Здесь давали жилье ветеранам войны. Ветеранам туда, наверное, тоже, да, всем, кто вот. Сейчас тут живут родственники ветеранов. Весь дом, да, заселен был так? Да. Интересно сделаны мусорки, как пушки. Это вот памятник Василию Манчары. Василий Манчары, да? Национальный якутский герой. Якутский Робин Гуд. А когда он жил во время гражданской войны, в начале века, да? Да. А он что, на коне прям ездил вот так вот? С копьем, да, не знаешь? Или так изобразили? Едем по дамбе.
Вот тут вокруг по весне будет много воды. Надо будет тоже потом поснимать. А замывает ее дорогу? Это бывает, что прям вот тут, да? Ну да, некоторые года бывает. Я когда сюда ехал, я изучал Якутск по спутнику. И это было то место, которое мне показалось привлекательным, чтобы пойти погулять. Вот именно вот эта коса. И здесь вот я вокруг смотрел, вроде там, ну такое вот как бы, есть где походить, полазить. Природно именно. А летом все зеленое, да, здесь? Да, здесь все зеленое. Деревья, трава, блин, я прям в таком же предвкушении нахожусь. И вот это, Лена, ну что-то уже протока, да? Да. Да, гамак не развесишь, конечно, на вот этих. Ну, хотя можно. Пучок берешь, так, веток этих, и вокруг них обвязываешь. Приехали в Ямаха-центр. Здесь вот куча всяких таких вот катеров продается. Хотел купить насос для байдарки. Так как Саша катает на машине, как раз более может так-то не добраться самому без машины. Ну, лень. Ну, надо на такси или как. Оп, и сегодня, оказывается, закрыто. Да, конечно, без машины, блин, не такой ты мобильный становишься. Не добраться там в какие-то места, а так вот машины есть, вообще здорово. Надо думать. Все, хотел вот поснимать деревяшки, такие вот дома, которых здесь раньше было очень много. Сейчас потихоньку их расселяют, люди переезжают, но еще до сих пор много кто живет. Удобство в этих домах на улице. Внутрь бы, конечно, попасть было бы интересно, но это вряд ли я сейчас попаду внутрь. Вот такие вот у них дворы свои, внутренние. Не буду нагло ходить там с камерой. Говорят, они проседают очень так еще жестко, но этот вроде стоит нормально, добротно, не просевший. А так я проезжал, мимо видел, они прям вот окна прям на уровне земли опущены. Так, ну что, вот так вот выглядит рынок, когда тут уже тепло. Не то что зимой, все в холодильниках убрано. Вот зашел купить карасиков, надо поесть, и ряпушку. Наверное, тоже возьму. Пришел за карасиком. В итоге, как всегда, ухожу с тиром. Надо бы запастись, а то лето уже скоро не будет. Тир получился на 890 рублей. Там кило с лишним. Карасей тоже, там крупные такие жирники, около 8 штук. Там на 400. И, ну, 400 с чем-то. В общем, карасей и ряпушки на 1000 вышло. Ряпушка тоже там, ну вот, блин, сейчас. Чир вот он такой вот, нормальный. А то у меня один лежит, я его жалею стругать. Все жду якутский нож, когда сделаю. И им уже. Вот карасики. 6 штук таких вот толстеньких. Буду фаршировать рисом. И ряпушки тут получается, ну, целая пачка, я не знаю, сколько здесь, вон они. Пахнет вроде свежо. Сейчас подморозил, ну, город уже почти высох. Вот есть такие места, я обратил внимание, что где лужи такие сильные. Тут было, я помню, когда не замороженное было, мне не пройти было нигде, вот так вот все растекло. Вот делают такие вот дорожки деревянные. 16 апреля, еще на носу. Такие вот тут есть переходики над трубами деревянные. Когда только приехал, очень забавно было по ним ходить. Я люблю все такое, ну, как сказать, не городское.